420 страниц, 59 героев. И действительно непростая трагическая история крымских татар. Герои Мизарчуля – это подростки, которые столкнулись с голодом и бедами в период депортации. Средняя Азия, Узбекистан, освоение голодной степи и тысячи крымских татар, которые жили впроголодь и трудились сутками. Именно это вдохновило Наримана Решетова написать книгу. Чтобы эта история сохранилась и осталась, и о наших родителях, и о том поколении, которые вынуждены были детьми, подростками уже начинать свою трудовую деятельность. 2 года вместе со своими единомышленниками писатель ездил по всему Крыму и собирал необходимые материалы. Встречался с людьми, записывал их детские воспоминания. Голод, нищета, жара, вот эти климатические условия. И в этих условиях люди, труд их и спас, как можно сказать, получали мизер только для того, чтобы не умереть с голоду, сохранить свою семью. Книга «Герои» Мирзачуля написана на 2 языках – крымско-татарском и русском. Первый тираж – 200 экземпляров. Из них 20 попали в крымские библиотеки, а остальная часть почти вся уже продана. В основном книгу купили дети и внуки ее героев. У нас было несколько встреч в Саках, в Симферополе. Я собирал этих людей, и они по 5, 6, по 10 штук взяли эту книгу. Истории, культуре и развитию крымско-татарского языка Нариман Решетов посвятил большую часть своей жизни. 21 год он занимал должность директора Майской крымско-татарской школы, параллельно преподавая там родной язык и литературу. Каждый из народов должен чтить и помнить историю своего народа. И благодаря этому огромнейшему вкладу, благодаря Нариману Джа, и наш народ, наше подрастающее поколение будет помнить свою историю. Свои первые книги Нариман Решетов написал о Джанкое, Саках и о жителях этих городов. В планах автора 4-я книга. Это будет историческая книга, книга о тех фактах, о тех воспоминаниях людей, которые пережили страшные годы спецпоселения. В ней он планирует раскрыть многие, никем не раскрытые страницы истории нашего народа. Севиля Меметова и Алим Сейдалиев, телеканал Милет, Джанкойский район.